Здравствуйте, наши маленькие телезрители, а также их родители. Борщагзгада Койнар Селемнер. В эфире программа «Бергалеп Ираник», программа для тех, кто любит учить татарский язык. Я с удовольствием знакомлю вас с нашими героями. Сегодня у нас в гостях Малика Хакимова и ее мама Нафиса Исянмысы. Здравствуйте! И семья Бадриддиновых, Ильнас, вместе с мамой Гульнас. Здравствуйте! Малика с 3 лет участвует в республиканских и международных конкурсах чтецов. У нее есть много грамот и благодарственных писем. В большинстве случаев конкурсы посвящены любви к родному языку. Помимо этого, она вместе с мамой ходила на репетиции Народного театра. Также Малика уже с раннего возраста волонтер. Она стала любимицей бабушек и дедушек Актюбинского дома-интерната для престарелых. А также с мамой и инициативной группой добровольцев она их посещала. Читала стихи и помогала в раздаче подарков. Малика – девочка-мечтатель. Всегда четко планирует свои планы. Сейчас у нее в планах купить маме большую красную машину. Для этого она начала копить деньги и каждый день в копилку откладывает железные монетки. Малика, слушай, ты большая молодец. А сколько уже накопила, если не секрет? Много. Много. Не считала? 1, 1, 1, 10. 1, 1, 1, 10? Как много? Ты прям каждый день откладываешь по железной монетке. Да. А мама знает, что ты ей готовишь подарок? Да. Да? Знает? Вы вместе выбрали уже машину? Мы пока не смотрели, какой выберем. Но будет красного цвета, да? Да. Слушай, ты читаешь стихи. Какие стихи тебе больше всего нравятся? Счет Ташиманов татарский. Так. Это твой самый любимый стих? Да. А давай посмотрим еще одно стихотворение, которое ты читаешь. Внимание на экран. Да. Так. Ого, а скажи, пожалуйста, тебе сколько здесь лет? Помнишь? 3, 3, а сейчас тебе сколько? 5. Это столько времени прошло, ты так быстро выросла, ты большая молодец. Кем ты хочешь стать? Забыла. Забыла? Давайте спросим у мамы. Нафиса, скажите, кем Малика хочет стать? Ой, она всегда фантазирует, то актрисой хочет стать, то, не знаю, врачом хочет стать. Что увидит, тем И она... принцессой. А вот самая главная принцесса. Да. А от чего зависит ее выбор? От того, что она увидит на данный момент. Вот у нее вот как-то так все происходит. Вот сейчас танцует, может, и вдруг станет танцором в будущем. Может быть. Я вам желаю удачи и спасибо, что вы сегодня вместе с нами. Знакомимся с еще одним героем, настоящим джентльменом сегодняшней игры. Его зовут Ильнас. Он очень рассудительный и любознательный мальчик. Мечтает улететь в космос и побегать по кольцу Сатурна. Очень любит делать полезные дела и писать списки этих дел, среди которых особое место занимает плавание. Как долго, Ильнас, ты плаваешь? Ну, долго плаваешь уже? Не помнишь? О стиле плавания знаешь? Колесо, руки, брас. Ух ты, ну уже знаешь, это уже молодец. А какая твоя самая-самая заветная мечта, кроме того, чтобы улететь в космос? Кругосветное путешествие. Так, Гульнас, давайте об этом поподробнее. А что это за кругосветное путешествие такое? На чем? Ильнас вообще очень, как я уже говорила, очень любознательный мальчик у нас, и у него все мечты всегда меня огорошивают как-то, в том числе и побегать по кольцу Сатурна, очень необычно было. И вот сегодня, когда мы с ним обсуждали, какую же мечту мы следующую будем воплощать, оказалось, что у ребенка есть мечта, которую мы только сегодня узнали, это совершить кругосветное путешествие. Вот, Улам, на чем мы будем кругосветное путешествие совершать? На ракете. На ракете? Ракете, так. Все-таки у нас космос. А почему такая любовь к космосу? Если честно, я даже не знаю, откуда такая любовь к космосу, потому что у меня с астрономией и с космосом вообще все плохо до такой степени, что я до 25 лет не знала, что Земля круглая. Бывает. Потому что исправно пропускала уроки географии, потому что изучала литературу. И когда у меня сейчас знакомые узнают, что ребенок настолько интересуется космосом, они говорят, он явно не в тебя. Ну, каким бы он ни стал в будущем, главное, чтобы был человеком хорошим. Как только, Ильнас, пробежишься по кольцу Сатурна, с тебя фотография космоса. Хорошо? Все. Спасибо огромное, что вы сегодня вместе с нами. Мы вам желаем удачи и начинаем сегодняшнюю игру. И тема сегодня – игрушки у Иншахла.
В эфире первый тур нашей программы. Тема сегодня игрушки. И в этом туре мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных любимых игрушках. Задача наших команд очень простая. Назвать эту самую игрушку. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Вопросы мы задаем поочередно. С кого начнем? Так, Малика, давай начнем с тебя. Внимательно смотрим на экран. Она чистит зубы, потому что у нее 2 зубки. Розовые, красные и все. Она у меня бибика еще. Она похожа на девочку в красивом платьишке. У нее красивая прическа. Мне купила мама, когда я была маленькая. Ей можно менять платье. У меня ее нет, потому что я не девочка. Так, Малика, как ты думаешь, о какой игрушке идет речь? Куколка? Куколка. Уверена? Да. Молодец. Это правильный ответ. Кукла по-татарски курчак. Самая любимая игрушка у всех девчонок. Ильнас, ты готов? Да. Смотрим внимательно. Ну, это когда все собираются за столом и играют. Там играют мамы, папы, сестры, братья и дедушки с бабушкой. Лего, например, или такие ходные игры с кубиками. Кидаешь кубик, где там точки черные, и фишками ходишь. Да, вот так. В этом можно играть дома. Для этого нужно стол и стульчики. Так, Ильнас, Гульнас, давайте попробуем угадать. Громко говори давай. Настольная. Настольные игра. игры. Я вас поздравляю, это правильный ответ. Настольная игра «Эстель уене». Малика, продолжаем с тобой. Внимательно смотрим на экран. Такой и вот такой. У нас их полный дом. Они бывают деревянные, резиновые, пластиковые. Это такие вещи, которые играете в замок делать. С рисунками, с циферками. Из них можно построить домик и башенку. Можно еще какие-то животные сделать. Так, Малика, давай попробуем угадать. Кубики. Кубики. А что ты такая неуверенная? Это правильный ответ, я тебя поздравляю. Кубик по-татарски шахмат. Итак, Ильнас, готов? Давай продолжать смотреть дальше. Ну, это такая игрушка, и с ней любит играть каждый человек, особенно ребенок. Это которая крутится, нажимаешь несколько раз. Надо ее сначала за ручку держать и вверх-вниз ее делать, и она будет крутиться. Ну, может быть большой, может быть маленькой. Она бывает как цвет радуги. Ее берут вот так вот, крутят, и она крутится. И так долго, что можно уже заснуть. Итак, Ильнас, что же так долго крутится, если потянуть за ручку и несколько раз нажать? Юла. Юла, молодец! Юла по-татарски бетерщик или же заралдавак. На очереди 5-й вопрос первого тура. Берем игрушки в руки. Сейчас нужно внимательно досмотреть до конца. Уважаемые мамы, вы можете помогать нажимать на игрушки, но для начала нужно будет досмотреть сюжет до конца. Кто первым нажмет на игрушку, тот и будет первым отвечать. Хорошо? Смотрим до конца. Это как матрешка, но только она названием отличается и размером. Она одет в красную одежду, и красная у нее шапочка вот такая. И у нее такие вот здесь вот белые штуки, и вот здесь. Если ее на бок уронишь, она не будет падать. Потому что ее делают люди, она когда крутится, не падает. Да, вот так. Она красивее, чем остальные куклы. Да если до нее вот так вот пальчиком коснуться, она уже стоит, потому что она еле-еле держится, потому что у нее конец круглый. Итак, кто первый нажмет? Я в растерянности. Мне кажется, что обе команды нажали одновременно. Но, Ильнас, я предлагаю уступить в этом туре Малике. Да? Малика, как ты думаешь, что это? Неваляшка. Неваляшка, ты уверена? Да. Это правильный ответ, я тебя поздравляю. Ты большая молодец. Неваляшка по-татарски аумас курчак.
После первого тура впереди у нас Малика, но это еще не значит, что она одержала победу во всей игре. Впереди еще 2 тура нашей программы. Мы продолжаем программу «Бергаляп и Ряник». Давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Малика, как будет по-татарски кукла? Куршак. Куршак, дрес. Ильназ, настольная игра. Сталь ойны. Молодец. Малика, кубик. Шахмат. Абсолютно верно. Ильназ, неваляшка. Алмаз куршак. Алмаз куршак, отлично. И, Малика, тебе слово юла. Батыршек. Бетершик или зырылдауых. Совершенно верно. Мы продолжаем нашу программу, уважаемые команды. Сейчас на экране появится 9 картинок. Ваша задача запомнить, где какая картинка находится. У вас на это будет 15 секунд. Как только время выйдет, мы закрываем картинки цифрами. Я могу спросить, например, где находится кукла. Ваша задача будет назвать номер картинки. Готовы? Внимательно смотрим на экран и запоминаем. Я запомню кукла. Надо 2. Да. Итак, время вышло, и мы готовы задавать вопросы нашим командам. Ильназ, где находится кубик, шахмат? За цифрой 1. За цифрой 1. Уверены? И за цифрой 7. Да, давайте откроем цифру 1 и проверим. Молодец, это правильный ответ, умница! Малика, где находится настольная игра Эстель Уина? 3. Уверена? Угу. На 100%? Или на 8. Или 3? 8. Итак, Малика, твой ответ. Номер 8. Номер 8 давайте открывать. Номер 8 это правильный ответ, ты большой молодец. Итак, Ильназ, где находится юла, бетершек, заралдавок? Так. Гульнас, помогайте. Цифра 5. Да? Да. Да. Давайте открывать цифру 5. Я вас поздравляю. Я на секунду тоже усомнился в правильности этого варианта. Но... 9. И 9. И 9. Еще там было, да, кстати, юла. Малика, следующий вопрос тебе. В какой ячейке находится не валяшка, а алмаз куршак? 4. Ой, я не знаю, что ты у меня спрашиваешь. Давай проверять. Ну, молодец! Это правильный ответ. 1 балл твоей команде. И 5-й вопрос мы играем с помощью игрушек. Берите игрушки в руки. Так. Только давайте сейчас не все вместе нажимать, ладно? А кто быстрее нажмет, тот и будет отвечать. Где находится кукла? Ильназ был чуть-чуть быстрее. За 2. За ячейкой, за цифрой номер 2. Давайте открывать и смотреть. Это правильный ответ! Молодец! Счет после 2-го тура в нашей программе равный. Все решит 3-й тур. Программа «Бергаляп и Ряник» продолжается. Еще раз вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Кукла, куршак, настольная игра, эстель уина, кубик, шахмак, юла, бетершек, заралдавок, не валяшка, а алмаз куршак. На очереди 3-й тур. В 3-м туре, уважаемые команды, вам предстоит решить головоломку. Сейчас на экране появятся 3 картинки, которые связаны одним из выученных сегодня слов. Ваша задача будет не просто назвать это самое слово, а и объяснить, почему. Понятно? То есть нужно будет объяснить, как это слово связано с каждой картинкой. Итак, начнем мы, давайте, с Ильназа. Ильназ, Гульназ, вы готовы? Да. Все, смотрим на экран. Итак, 3 картинки. Давайте разберемся, что вообще здесь изображено. Итак. Я знаю. Знаешь? Да. Куршак. Куршак. А почему куршак? Нарядная, красивая, в доме живет. Нарядный. дядя сверху. А дядя сверху? Ну, это, наверное, к маме больше вопрос. Это к Почему маме дядя больше сверху? вопрос. Кто это вообще? Потому что это песня, наверное, рано говорить, еще нашей молодости. Скорее нашей юности. Кукла Маша, кукла Даша, наши любимые Иванушки. Иванушки Интернешнл. Итак, Иванушки Интернешнл, песня «Кукла». Дальше «Дом».
в котором кукла живет, да, и ты сказал, что у нее красивый бантик. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте посмотрим на экран и узнаем правильный. Это кукла, ты большой молодец. Какая логика в таком юном возрасте? Ну, правильно, мальчик мечтает на кольце Сатурна прокатиться. Малика, играем с тобой, внимательно смотрим на экран и попытаемся разгадать головоломку. Итак, Настольная игра. почему настольная игра? Потому что там кубики. Так, кубики там есть. Как вторая картинка связана? Детей много. Детей много и что? Для игры много детей нужно. Для игры настольной нужно много людей, да, детей. И А третья? дорожки. Там. Тропинки есть в игре, да? Да. Значит, твой ответ? Настольная игра. Настольная игра. Давайте посмотрим на экран и узнаем правильный ответ. Ты молодец, это настольная игра. 1 балл в твою команду. Наша игра подходит к концу, но прежде нам нужно узнать счет. Итак, в сегодняшней игре у нас побеждает дружба! Я вас поздравляю с равным количеством. Вы заканчиваете сегодняшнюю игру. И, конечно, сегодня нашим участникам мы дарим яркие блокноты. И я надеюсь, что вы будете записывать там умные мысли, все ваши планы. Ну или просто красиво рисовать. Договорились? Да! Как бы грустно это ни звучало, но сегодня наша программа подходит к концу. На сегодня мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока!